В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Банк ВТБ инвестирует в водоканал 1,8 миллиардов рублей. Это снизит нагрузку на госбюджет Якутии и не отразится на тарифах на воду для населения. Инвестиционный кредит привлечен с целью рефинансирования ранее привлеченного водоканалом инвестиционного кредита Европейского банка реконструкции и развития. Экономия средств государственного бюджета Якутии при рефинансировании кредита составит 122,6 миллионов рублей. Государственная гарантия республики высвободится в текущем году на сумму 186,1 миллион рублей. И далее ежегодное высвобождение составит по 70,9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе водоканала. Компания «Газпром» на сегодняшний день построила 1954 километра первой очереди «Силы Сибири». Это уже 90% расстояния от Чаендинского нефтегазового месторождения в Якутии до границы с Китаем. На Чаенде к настоящему времени завершено бурение 113 эксплуатационных скважин. Осуществляется монтаж основного технологического оборудования. Строительная готовность объектов, необходимых для начала добычи газа, составляет 50%. В текущем году основной объем строительно-монтажных работ по участку будет завершен. Таким образом, на 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы. Работа «Газпрома» по обустройству Чаендинского месторождения и строительству «Силы Сибири» выстроена с учетом точного соблюдения срока начала поставок российского газа в Китай 20 декабря 2019 года. Росгеология выполнит поисковые работы на золото в пределах Спокойнинского рудного узла. Соответствующий государственный контракт подписан между Росгеологией и Управлением по недропользованию Якутии. Объект площадью 178 квадратных километров расположен в Алданском районе. Перед геологами поставлена цель – выявить потенциально рудоносные зоны, а также локализовать и оценить прогнозные ресурсы рудного золота по категории R2, сообщили в Росгеологии. Неренгринский медицинский колледж выиграл грант Минобрнауки Российской Федерации на сумму 21 миллион рублей. Ведомство подвело итоги конкурса на предоставление субсидий в рамках государственной программы развития образования, обновления и модернизации материально-технической базы профессиональных образовательных организаций. На эти цели из резервного фонда правительства Российской Федерации всего выделено 1,48 миллиардов рублей. Всего на конкурс поступило 413 заявок из 78 субъектов Российской Федерации. По итогам проведенного конкурса получателями грантов станут 62 профессиональные образовательные организации из 41 субъекта Российской Федерации. Авиакомпания «Аэрофлот» с завтрашнего дня повышает топливный сбор на внутренних рейсах. Другие российские авиакомпании пока не говорят об этом, но признают, что билеты неизбежно подорожают. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», повышение составит 200 рублей для эконом-класса и комфорта и 400 рублей для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев. Издание отмечает, что рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин. Этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива. Добавлю, что авиакомпания «Аэрофлот» выполняет прямые рейсы из Москвы в Якутск. Международный форум IT и кибербезопасности пройдет в Якутске с 16 по 17 августа. Мероприятие соберет на одной площадке более 200 участников-специалистов и 30 экспертов из ведущих компаний России и зарубежья в области информационных технологий и информационной безопасности. На форуме обсудят развитие технологических тенденций информационных технологий в экономически важных отраслях – здравоохранении, образовании, органах власти, промышленности и энергетики. Специалистов мы подбирали очень тщательно. У нас будут высокие чины контролирующих органов. Это впервые для Якутии. У нас будут очень крупные руководители организаций телекома, это Ростелекома, информационной безопасности. Цель, чтобы все понимали, это развитие специальностей и популяризация IT и кибербезопасности. Продолжая тему цифровой экономики, инновационные проекты Якутии
жителей получат гранты главы республики в размере 500 тысяч рублей. Соответствующий документ подписал временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Выплаты грантов будут производиться за счет средств республиканской государственной программы развития предпринимательства в республике Саха-Якутия на 2018-2022 годы. В Ленском районе активно проходит аукцион на покупку трехкомнатных квартир для работников бюджетной сферы. Уже приобретено 4 квартиры. Всего же на покупку жилья для врачей, учителей, работников культуры и спорта из бюджета района выделено 64 миллиона рублей. На эти деньги администрация планирует приобрести более 35 квартир. Госдума Российской Федерации приняла в третьем и окончательном чтении закон, повышающий с 1 января 2019 года налог на добавленную стоимость с 18% до 20%. При этом документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения. Кроме того, закон до 2025 года продлевает действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также устанавливает аналогичную ставку для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. В России зафиксировали резкий рост выдачи ипотеки за полгода. Количество выданных ипотечных кредитов за 5 месяцев текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 60%. При этом денежный объем таких кредитов вырос на 73%. Доля россиян, оплачивающих покупки безналичным способом, с 2013 года выросла в 8 раз, до 40%. При этом треть граждан пользуются бесконтактным способом, в частности при помощи смартфона. Безналичные платежи представляются потребителям самым удобным вариантом оплаты. Безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, граждане в возрасте от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием. С 2015 года доля держателей карт выросла на 11 процентных пунктов и составила 82%. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.